Друзья, всем привет! Сегодня у нас день второй. На улице погода такая, знаете, по типу ранняя весна. Чуть прохладно, но в то же время не холодно. Значит, мы встали, позавтракали. Гостиница оказался шведский стол, только, знаете, нормальный. Я завтра постараюсь показать. И мы сейчас планируем, по крайней мере, поехать на Чимбулак. По мере возможности буду записывать. Вчера я записывал кое-что. Наверное, на один или на два влога хватит. Вот, не знаю, как меня слышно, потому что микрофон подключать опять будет, как в прошлый раз, там какие-то звуки посторонние. А без микрофона не знаю, как будет, слышно мне или нет. Вот, в общем, спасибо за внимание. Еще подключусь. В общем, на улице такая вот погода. Прохладненько. Ну, знаете, мне нравится такая погода. Я подумал, если бы мы приезжали бы летом, то это было бы реально жарко. Прям реально жарко было бы. А так прохладненько, ничего, так норм. Я в куртке, которую всем ношу. И, в принципе, мне, так знаете, не жарко. Ну что, мы наконец-таки доехали до Чимбулак. Сейчас я вам более подробно покажу. Это просто красота. Я тут на автобусе, мы приехали. И вам покажу, как мы, значит, ехали на автобусе. Просто красота. Просто. Смотрите, какая красота. Здесь немножко такой туман, но это даже какую-то мистику, знаете, придает. Мистичество какое-то. О, вот канатная дорога, смотрите. Сейчас мы на этой канатной дороге поедем. Просто красота. Ну, здесь, получится, разные там типа бутиков, кассы, все дела. Можно купить сувениры какие-то. Ну, просто красота. Это Чимбулак называется. Алматы — это, конечно же, горы, еще раз горы. Просто красота. Ну, надеюсь, будет видно, потому что здесь туман. И как-то это смог или туман, фиг пойми, туман. В общем, когда мы вышли с автобуса, знаете, такое легкое головокружение и в ушах закладывает, потому что такой воздух, наверное, свежий. Здесь очень много скейтбордистов, вон они с своими снаряжениями ходят, если видите. Конечно, Алматы — это, знаете, город такой для тусича, для, знаете, такого просветления, я бы сказал даже. Ну, очень красиво, и мы сегодня думали, ехать, не ехать, но вот поехали, действительно не пожалели. Просто красота. Короче, ребят, мы сели в эту фигню, как она называется? Страшно, как страшно. Но здесь, конечно, немного туман есть. Но, ребят, это непередаваемое ощущение. Смотрите, это, по идее, страшно, но в то же время прикольно. Ой, ё-моё, трясется еще. Красота какая, ребят. Смотрите, блин.
Ребят, мы приехали на один из пиков, получается. Это просто красотища, это просто вынос мозга. Ребят, смотрите. Национальные. Вот туда посмотрите наверх, мамочки. Просто красота. Красотища. Вот смотрите, какая красота, ребят. Просто даже камера не передает этой красоты. Просто отвал башки. Просто. Смотрите, вот эти все. Просто. Там, смотрите, сколько. Здесь люди катаются. Жизнь такая активная. Здесь можно снять комнату. В общем, красота и красота. Еще раз красота. Главная героиня, она такая хорошая, она такая положительная, она такая классная, она любит только готовить, у нее больше других интересов нет, и это мечта любого мужчины. О, они таким деньги дают? Ребят, смотрите, какая красота. Это что-то с чем-то. Сейчас я вам покажу на обратной стороне. Просто кайфуша. Смотрите, какая красота. Просто смотрите. Выше вообще огонь. Просто смотрите, какая красота. Ну что, мы доехали. Это самый пик. 3200 метров. Вот видите? 3200 метров. Просто огонь. И туман, и все. Смотри, какая красота. Вот так вот. Вот такая красота. Здесь, правда, уже туман. В общем, мы сейчас уже на самом пике. 3200 метров. Над уровнем моря, наверное, да? Или над чем? Я даже не знаю. Вот такая красота. Только что это было все в четкое очертание. Сейчас уже, видите, туман. Очень красиво. Воздух такой холодный, но в то же время такой свежий. Просто кайф. Здесь, знаете, прям охота надышаться. Просто смотрите, какая красота. Прям на край земли, как будто, знаете, прям. Просто красота, ребят. Это просто... О, какая красотища. У меня просто других слов нет, чтобы описать эту красоту реально. Солнце вышло сразу. Вот такая красота! Так, ну что, наше путешествие подошло к концу. Мы спускаемся сейчас вниз уже и садимся на автобус и выдвигаемся в город. Это было очень классно, это было очень, знаете, так нифигово, потому что я никогда не был в горах. И это было умопомрачительно.